Первая наша функция на сегодня называется преобр. Это сокращение от слова преобразование. И суть данной функции в том, чтобы преобразовать одни единицы измерения в другие. Возможно, вы помните из школьной программы на разных абсолютно предметах мы с вами преобразовывали килограммы в граммы и наоборот, а, ну и разные другие единицы, метры в километры и так далее. Так вот, функция, которая позволяет это сделать в Excel, это и есть функция преобр. С ее помощью мы с вами сможем сделать такое преобразование в каждой конкретной ячейке. Синтаксис у функции довольно простой. Пишется он вот таким образом. Название функции преобр. Далее мы указываем значение, которое будем конвертировать. Ну, это какая-то цифра. Вот, например, килограммы. 1 килограмм, 7 килограмм. Точка с запятой. Затем мы указываем исходную единицу, то есть ту единицу измерения, в которой у нас наша цифра находится. Ну, в нашем случае это килограммы. Ставим точку с запятой и указываем конечную единицу измерения, то есть ту единицу измерения, которую мы хотим получить на выходе. Единицы измерения и тут, это одни и те же значения, ну точнее один и тот же список значений. Конечно, мы будем указывать с вами разные значения из этого списка, но список будет универсальный, независимо от того, идет ли речь у нас о килограммах, километрах, о времени и так далее. Функция довольно обширная, и этих единиц будет довольно много, заучивать их не обязательно, можно просто воспользоваться подсказками. Ну и давайте попробуем написать уже на примере, разобраться, как выглядит формула. У нас идет раздел с весом, у нас есть килограммы. 1 килограмм давайте переведем в граммы. Ну, мы с вами заранее прекрасно понимаем, что это будет 1000 грамм, но посмотрим, как с этим справится функция. Пишем равно преобр. Ну и подсказки по синтаксису нам сразу дают. Указать число, которое мы будем с вами конвертировать. Мы можем прописать его вручную, но проще, конечно, все-таки поставить ссылку на ячейку, раз уж у нас в какой-то ячейке это число содержится. Точка с запятой. Далее мы указываем исходную единицу измерения, то есть ту единицу измерения, в которой у нас вот эта цифра находится. И смотрите, вот мне сразу показывают подсказки, из которых можно выбрать что-то, что мне подходит. Пока отменю формулу и расскажу про единицы измерения. Вот сюда у меня вынесены некоторые из них, их довольно много, все их выносить я не стал, вынес только основные, ну и даже чуть больше, чем основные. Мы с вами воспользуемся сегодня в рамках веса граммами и килограммами. Это всегда текст, для граммов это латинская буква Г, и КГ для килограммов. Не забываем, что когда мы указываем текст в формулах, нам его нужно включить в кавычки. Еще раз пишу формулу. И вот здесь мы остановились. У нас с вами здесь килограммы, значит нам нужно указать вот это вот КГ. Не забываем про кавычки, напоминаю. И указываем мы единицу измерения в латинице. Точка с запятой. Ну и, соответственно, дальше нам нужно указать единицу измерения, в которую мы будем преобразовывать. Наша задача получить из килограмма в граммы. Граммы пишутся вот так вот. И тоже в кавычках их указываем. Закрываем скобку. Написали формулу преобр. Единица, которую мы конвертируем, в нашем случае это 1 килограмм, и конвертируем мы из килограммов в граммы. Нажимаем Enter и получаем, что в 1 килограмме у нас 1000 грамм. Давайте то же самое напишем для 7 килограммов, но теперь уже не будем прописывать вручную, а просто сошлемся на соответствующие ячейки.
Итак, приобр, первый аргумент, наши 7 килограмм. Это мы уже с вами делали, ссылались на ячейку. Дальше. Исходная единица у нас килограммы, мы их не прописываем вручную, как только что делали, а просто кликаем по ячейке, в которой они у нас обозначены. Кавычки, соответственно, у нас здесь не нужны, потому что это всего лишь ссылка на ячейку, которая содержит текст. Точка с запятой. И конвертируем мы все это в граммы. Опять же, кликаем по соответствующей ячейке. Закрываем скобку и получаем результат. 7 килограммов, ну, соответственно, это 7000 грамм. Функция работает, как мы видим, правильно и вот в таком варианте, и в варианте со ссылками на ячейки. Ну, на мой взгляд, если у вас какие-то большие объемы данных, все-таки удобнее работать со ссылками на ячейки, чем прописывать каждый раз вручную. Это мы с вами посмотрели, как работает функция preobr для веса. Но функция универсальная, и давайте проделаем то же самое, но для расстояния. У нас с вами есть километры, которые нам нужно с вами перевести в метры. Километры пишутся вот таким вот образом, км, ну и метры, соответственно, маленькая буква М. Пишем формулу равно преобр. Ссылаемся на ячейку с километрами. Точка с запятой. Единица измерения у нас километр. Ее мы подтянем вот отсюда. И давайте сразу вот что сделаем. Мы с вами хотим не просто каждый раз в ячейке писать формулу, а протянуть ее вниз. То есть не два раза писать, а написать один раз и потянуть ячейку вниз, чтобы формула просто скопировалась. Но для того, чтобы вот эти ячейки у нас вслед за протягиванием не уехали, нам нужно закрепить ячейку с километрами и затем ячейку с метрами, чтобы они подтягивались вот отсюда, из E11 и E10 соответственно. Поэтому нажимаю F4 для того, чтобы у меня появились значки доллара, и таким образом ячейка была закреплена. Далее конечная единица измерения у нас будет метры. Кликаем в нее и снова нажимаем F4 для того, чтобы появились значки доллара. Закрываем скобку. Нажимаем Enter, ну и получаем, что в одном километре 1000 метров. И вот теперь мы уже можем с вами не писать формулу еще раз, а просто потянуть ее вниз и получить для 7 километров, соответственно, 7000 метров. Показываю еще раз формулу, как она выглядит. Это мы с вами преобразовали расстояние из километров в метры. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что есть и другие единицы измерения, есть мили, есть футы для веса. Вот у меня вынесены центнеры и тонны. Это не все, что есть в рамках данной функции, есть большее количество вариантов, просто я вынес вот несколько метры и километры как самое основное, мили и футы мы все-таки используем реже, но варианты есть, и если вам нужны какие-то другие более редкие единицы, просто покопайтесь в справке по данной функции, чтобы найти, как они пишутся. Дальше задача чуть-чуть поинтереснее. Дальше у нас идет время, и у нас есть годы, которые мы с вами должны преобразовать в дни, часы и секунды. То есть мы узнаем, сколько в одном году дней, часов и секунд. Ну, соответственно, обозначение секунд. Здесь есть даже минуты. Часы, дни и годы. Ну, вот самые основные, да, единицы измерения, которые мы можем использовать со временем. Ну и поехали, напишем сначала для дней. Равно преобр. Число, опять же, подтягиваем вот отсюда. И если раньше мы его не закрепляли, потому что ехали просто вниз по одному и тому же столбцу, то теперь у нас задача усложнилась. Мы нашу формулу будем тянуть. Хотя нет, вправо мы ее не будем с вами тянуть, все равно будем тянуть только вниз. Для часов у нас будет отдельная функция. Окей, тогда не усложняем себе задачу, оставляем как есть.
ставим точку с запятой. Исходная единица у нас, мы ее возьмем вот отсюда, из ячейки, в которой у нас указан год, ну, сокращенно от английского year, YR. И, соответственно, ее-то мы уже и закрепляем. Точку с запятой. И годы мы с вами будем конвертировать в дни. Нас интересует количество дней. Это слово day. Ну, его подтягиваем опять же из ячейки, которую закрепляем. Закрываем скобку и получаем, что 1 год это 365,25 дней. Обратите внимание, что это всего лишь математическое вычисление. Мы с вами знаем, что у нас какие-то годы это 365 дней, какие-то годы, високосные годы это 366 дней. Но вот математически, если мы берем некоторое среднее значение, то получаем, что 1 год с учетом и тех лет будет равен 365,25 дней. Потянем сразу вниз и получим, что 7 лет это вот столько дней. Далее нам нужно преобразовать в часы. Равно преобр. Берем наш 1 год, точка с запятой. Его мы будем преобразовывать из годов, year. Не забываем закрепить через F4. Точка с запятой. И преобразовываем мы в часы. Это у нас подсказка закрывает, не очень видно. Это у нас вот эта ячейка. Сейчас покажу ее отдельно, как пишется. Сразу закреплю, закрою скобку, нажимаю Enter. Ну вот, HR. И получаем, что 1 год у нас 8766 часов. Тянем вниз, чтобы получить значение, соответственно, для 7 лет. И в секунды. То же самое проделаем. Равно преобр. Преобразовываем мы 1 год. Точка с запятой. Преобразовываем мы его из лет. Не забываем закрепить. Точка с запятой. В секунды. Сек. Ну и их тоже, соответственно, закрепляем. Закрываем скобку. Нажимаем Enter. И получаем, что вот такое количество у нас секунд в 1 годе и в 7 годах соответственно. Показываю еще раз формулу, на всякий случай, если вдруг вы хотите ее себе зафиксировать. Это мы с вами перевели время, год, ну и 7 лет, соответственно, мы перевели в количество дней, часов и секунд. Далее, следующая наша задача, давайте чуть-чуть прокручу вниз, чтобы вам было лучше видно. Следующий наш блок – это температура. У нас с вами привычная единица измерения температуры – это градусы по Цельсию, но есть еще и знакомые нам наверняка из школьного курса физики Фаренгейты и Кельвины. Не думаю, что это слишком уж актуальная задача, честно говоря, для, по крайней мере, широкого круга пользователей Excel. Скорее, это нечто более узкоспецифическое, но мы с вами будем знать, что такая возможность есть. И сейчас на примере посмотрим, как это работает. У нас есть 1 градус по Цельсию, его мы переведем сначала в Фаренгейты, потом в Кельвины. Ну и, соответственно, для второго значения мы с вами посчитаем эту же формулу, протянув вниз, а второе значение в данном случае у нас с вами нормальная температура тела, это 36,6. Посмотрим, сколько это в Фаренгейтах и Кельвинах. Пишем формулу равно преобр. Преобразовывать мы будем 1 градус по Цельсию вот из этой ячейки. Точка с запятой. Исходная единица, которая нам нужна, это буква С большая. Обратите внимание, что это латинская буква, русская буква С не подойдет. Excel вас не поймет. Закрепляем ее, чтобы у нас была возможность потянуть потянуть нашу формулу вниз. Точка с запятой. И конечная единица, в данном случае у нас Фаренгейты, это большая латинская буква F. Ее тоже закрепляем.
Закрываем скобку, нажимаем Enter и получаем, что 1 градус по Цельсию это 33,8 по Фаренгейту. Давайте протянем вниз и 36,6 по Цельсию, ну это вот столько 97,88 по Фаренгейту. Аналогично для кельвинов равно преобр. Преобразуем наше значение в 1 градус, точка с запятой. Преобразовывать мы его будем из Цельсия. Да, кстати говоря, преобразовывать можно не только из Цельсия, можно и из Фаренгейта в Кельвины, и как угодно, в любых комбинациях делать. Не забываем закрепить ячейку, точка с запятой, и преобразовываем мы в Кельвины. Тоже закрепляем, закрываем скобку. Кельвины это большая латинская буква К, соответственно. И получаем, что 1 градус по Цельсию в кельвинах будет 274,15. Протягиваем формулу вниз, чтобы узнать, какова наша нормальная температура тела в кельвинах, соответственно. Это что касается температуры. Следующий раздел – это объем. И здесь у меня вынесено довольно большое количество значений. Я, кстати говоря, не уверен на 100%, что все они работают. Я по аналогии их взял из Google таблиц, где они есть все. Ну, вот, например, чайная ложка, столовая ложка. Такие специфические вещи. Думаю, что должны работать, но стоит проверить. Наша же с вами задача перевести литры в миллилитры. Литр это буква L, миллилитры это ml. Ну и по аналогии мы с вами пишем равно преобр. Берем наш 1 литр и переводим его из литров. Закрепляем. Точка с запятой. В миллилитры тоже закрепляем. Закрываем скобку. Нажимаем Enter. Ну, тут все понятно. В одном литре 1000 миллилитров. Протягиваем вниз, чтобы посчитать для 5 литров. Ну, соответственно, получаем 5000 миллилитров. Давайте посчитаем, проверим, работают ли тут чайные столовые ложки. Равно преобр. 1 литр мы с вами будем преобразовывать из литров в чайную ложку. Да, работает. Значит, все-таки преемственность у данной функции от таблицы к таблице сохраняется, несмотря на то, что какие-то такие специфические значения. Дальше. Следующий наш блок – это площадь. У нас есть квадратные километры, которые мы будем переводить в квадратные метры. Квадратные метры обозначаются вот таким вот образом. Маленькая m, такая вот галочка, которая смотрит вверх, и двойка. Это таким образом обозначается вторая степень, то есть метр в квадрате. Ну и по аналогии километра, км в квадрате. Пишем равно преобр. Берем наш 1 квадратный километр. Указываем единицу исходную, это километр в квадрате. Закрепляем. Точка с запятой. И конвертируем в квадратные метры. Тоже их закрепляем. Закрываем скобку и получаем вот такое вот большое значение. Ну и протягиваем его вниз, чтобы получить, соответственно, для 5 квадратных километров тоже результат. Следующий блок у нас скорость. У нас есть километры в час, которые обозначаются вот так. Их мы будем преобразовывать в метры в час. Обозначение вот оно. И в метры в секунду. Обозначается m/s. Поехали писать формулу. Равно преобр. Преобразуем мы 1 километр в час, точка с запятой.
исходная единица измерения у нас вот здесь. Закрепим ее, точка с запятой. И преобразуем мы в метр в час. Метр, разделенный на час. Тоже закрепляем. Получаем, что в 1 километре в час 1000 метров в час. Сразу протягиваем вниз для 5 километров в час. Получаем результат. И переходим к метрам в секунду. Равно преобр. Преобразуем мы с вами вот это значение, опять же, из километров в час в метры в секунду. Их мы подтягиваем вот из этой ячейки m, деленное на s. И получаем, что в 1 километре в час у нас с вами вот такое вот дробное количество метров в секунду. Протягиваем вниз для 5 километров в час соответственно. Ну и последний блок, который мы с вами посмотрим для функции преобр, это объемы информации. У нас с вами есть информация в байтах, которую мы будем переводить в биты. Здесь уже зависимость чуть более сложная. Если у нас с вами вот в предыдущих единицах измерения в основном и там, в килограммах, и в километрах, да, есть сотни и тысячи, то здесь все немножко по-другому. Сейчас мы увидим для 1 байта, давайте его переведем в биты, равно преобр 1 байт, точка с запятой. Единица измерения у него байт пишется вот так, через y. Закрепляем, точка с запятой, переводим в биты. Бит пишется через i. Ну и, соответственно, без e на конце. И смотрите, мы получаем, что 1 байт это 8 бит. Ну, то есть, когда у нас не десятки, сотни и тысячи, нам сразу становится в уме сложнее считать. Если для 1 байта, ну, наверное, достаточно несложно 1 это 8 запомнить, то когда их будет какое-то большее количество, ну вот, например, 64, то уже требуются в уме какие-то более сложные действия, и тут как раз, наверное, все-таки проще пользоваться Excel, который это делает существенно быстрее. Ну вот, соответственно, мы, протянув формулу, видим, что что 64 байта это 512 бит, соответственно.